كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Дорогие братья, хадис пророка саллаллаху алейхи вассалям, который передает Абу Малик аль-Харис ибн Асим аль-Аш'ари радиаллаху анху, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, он рассказывает, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ат-тахуру шатрул иман», чистота половина веры. «Вальхамду лиллахи тамлаул мизан», слова «Альхамду лиллах», воздаяние шукру Аллаху, хвала Аллаху, заполняет весы судный день. «Субханаллахи вальхамду лиллахи тамлау ау тамлаани ма байна самавати валь ард», слова «Субханаллахи вальхамду лиллахи» заполняют пространство между небесами и землей. «Ас-салату нурун», намаз это свет. «Вас-садакату бурхан», садака это довод, доказательство. «Вас-сабру дияун», и сабр большой свет, говорит. «Валь-Курану худжатун лака ау алейка», и Коран является доказательством против тебя или же за тебя. «Куллун наси ягду», все люди идут. «Фабаи'ун нафсаху», и каждый человек продает свою душу. «Фаму'тикуха», кто-то его освобождает. «Ау мубикуха», кто-то его делает несчастной. Этот хадис пророка саллаллаху алейхи вассалям, великий хадис, где посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям рассказывает, чем можно попасть в рай, чем можно послужить довольству Аллаха, постичь довольство Аллаха субханаху ва та'аля. И начинает посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям с очищения, с чистоты мусульманина. И называет его ат-тахуру шатрул иман, что она является половина веры, половина имана человека. Почему? Потому что многие ибадаты, многие фарзы, которые Аллах на нас возложил, не принимаются кроме как с омовением, с чистотой. Поэтому сюда в слово чистота входит шариатская чистота. Что означает шариатская чистота? Это как омовение, как искупание тела, большое омовение, а также очищение от наджасы. А также очищение от наджасы. Это все является шариатской чистотой. А также сюда входит обычная чистота мусульманина. А также чистота духа мусульманина, сердца мусульманина. Она, наверное, не нужна мне уже. Посланник Аллаха Аллах субханаху ва та'аля, прежде первыми аятами, которые были ниспосланы, один из первых аятов, которые были ниспосланы на пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, прежде чем он повелел ему
сделать да'ват свою народу, это были аяти «Ва thiyabaka fatahhir». И свою одежду держи в чистоте, очисти свою одежду, говорит. А также Аллах в Коране сказал, обращаясь к чистым людям, Аллах говорит: «Инна Аллаха юхиббу тавабина ва юхиббу мутатахирин». Всевышний Аллах любит чистых, то есть тавабина, которые делают таубу, всегда находятся в таубе, возвращаются Аллаху, который после каждого греха, ва юхиббу мутатахирина, и любит чистоплотных, чистых людей, говорит Аллах субхану ва тааля. Поэтому это является половиной имана, потому что чистота одна из основ веры. Начнем с омовения. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям говорит, как хадисы, которые передает Усман ради Аллаху анху, кала: «Ман тавадда'a фа ахсана ал-вуду'a», тот, кто возьмет омовение и будет его красиво брать, то есть досконально его брать, хараджат хатаяху мин джасадихи хатта тахруджа мин тахти адфарихи. Его грехи человек очищается вместе с этим водой, которая выходит, человек очищается от своих грехов, как последние грехи выходят из-под его ногтей, говорит посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. И для уммы Мухаммада, пророка саллаллаху алейхи вассалям, для нас есть судный день, признак, по которым нас узнают и узнает пророк саллаллаху алейхи вассалям. Это где он говорит: «Инна уммати юд'ауна яума аль-қиямати гурлан мухаджалина». Моя умма будет призываться гурлан, это гурл, как у коней, которые черные или красные кони, у которых бывают белые копыта, белое пятно на лбу, их же узнают, так и узнают умму пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям из-за того, что светятся места, на которые делали омовение. А также омовение является ключом от рая человека. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Ма мин муслимин ятаваддау фаюхсину вуду'аху ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة». Кто бы человек не был мусульманин, делает омовение, но делает его досконально, не так поверхностно, оставляя там здесь места. Особенно, когда трудно, когда холодно, делает его омовение досконально. Потом делает 2 ракаата намаза от своего сердца и искренне направляясь к Аллаху, «Илля ваджабат лахуль джанна», ему обязательным будет рай, говорит посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, дорогие братья, одна из признаков имана человека, когда человек досконально делает омовение. Многие мы видим, очень поверхностно относятся к омовению. Особенно нужно учить этому детей. Брат, омовение досконально. Посланник Аллаха саллаллаху говорит: «Вайлун лил а'каби минан нар». Горе тем местам, которые у нас остаются, куда не доходит омовение, горе тем местам от огня, говорит судный день. Эти места будут сжигать. А также из признаков имана сохранение омовения. То есть каждый раз у человека, когда портится омовение, брат, быстренько омовение. «Лан юхафида аля л-вудуи илля му'мин», говорит посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Не будет хранить омовение, кроме как верующий человек. Это указывает на иман человека. А также один хадис, который передает Ибн Хузайма, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям однажды проснулся утром и позвал к себе Биляля. И говорит: «Я Биляль, говорит, бима сабахтани иля джанна». Чем ты меня опередил в рай, говорит. То есть он во сне видит, пророк саллаллаху алейхи вассалям, что он опережает его в рай. «Инни дахальту л-барихата л-джанна фасами'ту хашхашатака амами». Я ночью во сне заходил в рай и услышал твой шум в раю, говорит. «Я Расул Аллах», говорит он, «Ма адзанту катту илля саллайту ракаатайни». Каждый раз после того, как я даю азан,
я делаю 2 ракаата, говорит. «Валя асабани хадатун катту илля таваддату индаху». И каждый раз, когда меня постигает, то есть у меня портится омовение, я сразу же беру омовение, говорит. «Факала набию, саллаллаху алейхи ва саллям, лихада». И посланник Аллаха говорит, из-за этого ты меня опередил, говорит посланник Аллаха. А также посланник Аллаха очищение назвал, большое омовение назвал аманатом. Посланник Абу Аюб аль-Ансари передает хадис от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: «Ас-салавату л-хамсу валь-джумуату иля л-джумуа ва адау л-аманати кафаратун лима байнахунна», говорит. 5 намазов и от джум'a до другого джум'a. И возвращение аманата очищает, то есть человека от грехов, говорит. И сподвижники удивляются. А что такое возвращение аманата, спрашивает. «Каля аль-гуслу мин аль-джанаба». Это большое омовение, когда человек искупается от джанабы. «Фаинна тахта кулли ша'ратин джанабатун». Так как под каждым нашим волосом на нашем теле находится джанаба, то есть осквернение, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Услышав этот хадис, Абу Дарда говорил: «Фаинна Аллаха лам я'тамин ибна Адама аля шай'ин мин динихи гайраха». Из религии Аллаха Аллах не дал человеку как аманат, кроме этого, говорит. Кроме этого искупания. Почему? Потому что это между ними и между Аллахом. Если человек не искупается, никто об этом не узнает. Это аманат, который Аллах доверил человеку, доверил. И это на что указывает? На иман человека, если он искупается, если он боится джанаби, не хочет выйти. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда попадала джанаба и сразу же купаться не было возможности, что делал? Брал омовение даже перед сном, даже если хотел кушать, брал омовение. Просто маленькое омовение брал и делал. А также, дорогие братья, в чистоту входит что? Чистота сердца. Чистота сердца человека. И это, можно сказать, одна из самых главных. Внешнее омовение, внешняя чистота, это хорошо, это как бы является половиной имана. Но внутрь, если грязный человек может потерять весь иман. Из-за зависти, из-за рияа, показухи, из-за высокомерия, из-за разных болезней, которые накопляются человек, из-за хубби дунья, любое стремление, бегание за дуньей. И удивительно, дорогие братья, после всех этих хадисов, после всех этих побуждений от Аллаха и от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мусульмане грязные. Одна из самых грязных народов в этом мире. 4 года назад был в Египте. Субханаллах. Мусульманская страна. Везде мусор, полностью в мусоре. Город. Там везде. Нету места, где нету мусора. Не нашел. Даже искал место, где нету мусора, не нашел. Я людей спрашиваю, неужели имамы этих мечетей, вокруг мечети полностью в мусоре. Никто мусорный ящик, урну ничего не кидает. Все на улицу. Бумаги, эти банки, все грязь на улице полностью. Я говорю, неужели нельзя объявить субботник в этой мечети, говорю, чтобы хотя бы вокруг мечети убрали? Нет, говорит, это здесь обиденная вещь, говорит. Субханаллах. Грязь это порок, субханаллах. Это недостаток мусульман. Такая культура сложилась, субханаллах, культура грязи. Сидит человек, курит на улице, мусульманин, с бородой. Рядом урна. Не кидает урна, берет, прямо на улицу кидает его. Субханаллах, это что за мышление? После стольких, наверное, в других цивилизациях не было столько источников, которые побуждали, как Коран и Сунна, на чистоту. Но мусульмане нечистые. У кого-то сорта пахнет, у кого-то носки пахнут, у кого-то с подмышками пахнет, там пахнет, здесь пахнет. Грязный, субханаллах. Ат-тахуру шатрул иман.
Чистота половина веры, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Далее посланник Аллаха говорит: «Альхамдулиллах тамлаул мизан». Слова «Альхамдулиллах», воздаяние, шукру Аллаху, она наполняет мизан, говорит, наполняет весы человека. Когда человек шукр делает, когда чувствует благо Аллаха субханаху ва тааля, когда стесняется Аллаха, а когда верующий, это признак верующего человека. И когда человек от чистой души, от внутри сердца говорит «Альхамдулиллах» за все блага, это занимает очень огромное место. Там ляуль мизан полностью наполняет твой этот чашу весов, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Альхамдулиллах. Каждый раз, что бы ни случилось, мы говорим, мусульмане говорят «Альхамдулиллах». Аллах нам дает благо, мы говорим «Альхамдулиллах». Нас постигает какая-то беда, мы говорим «Альхамдулиллах аля кулли халь». Что бы ни было, «Альхамдулиллах», хвала Аллаху. «Ва субханаллахи ва альхамдулиллах». И слова «Субханаллахи» и «Альхамдулиллах» наполняют то, что между небесами и землей, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это указывает на вознаграждение за зикр Аллаха субханаху ва тааля. Зикр, поминание Аллаха субханаху ва тааля. «Узкуруллаха зикран, я аюхаллазина аману, узкуруллаха зикран кафира». О верующие, поминайте Аллаха много, говорит. «Васаббихуху» и делайте ему тасбих букратан ва асиль, утром и вечером. Почему? Потому что зикром, тасбихом очищаются наши сердца, успокаиваются наши сердца. «Аля би зикриллахи татмаиннуль кулуб». Разве не поминанием Аллаха успокаиваются сердца верующих людей, говорит Аллах субхану тааля. Поэтому мунафиков Аллах описывает, что они не упоминают Аллаха, мало упоминают Аллаха, не вспоминают об Аллахе. «Юрауна наса ва ла ядхкуруна илля калила». Занимаются всегда показухой и не напоминают, не делают зикр, не поминают Аллаха, кроме как малочисленно, говорит Аллах субхану тааля. Субханаллах, вальхамдулиллах. Эти слова, если можно было бы как бы материализировать их, сделать их, они наполнили бы то, что все между небесами и землей. И что означает небеса и земля? То есть соотношение первой земли к земли, к первому небу, это как колечко, как сказал один из подвижников, как колечко, брошенное в пустыне, говорит. Соотношение первого неба ко второму небу такое же соотношение. Соотношение 7 небес к аршу Аллаха такое же соотношение, говорит. Вот это. Это все место заполняет, говорит, субханаллахи ва альхамдулиллах. Поэтому у нас должен быть вирд. У каждого человека определенная зикр утром и вечером. Субханаллах, альхамдулиллах, ва ла иляха илляллах, Аллаху акбар. Берет, читает сунны, какие зикры делать желательно. Истигфар, салават на пророка, тасбих утром и вечером. И если человек будет от чистого сердца это делать, уделять этому времени, как бы этому зикру, хотя бы 10 минут, не отвлекаясь ничего, он непременно найдет сладость этих зикр в своем сердце. И у него появится нур на лице. Далее посланник Аллаха говорит: «Ас-салату нур». Воистину намаз является светом. Почему посланник Аллаха называет намаз светом? Потому что намаз есть свет, который указывает человеку на правильный путь. «Инна салата танха аниль фахшаи валь мункар». Воистину намаз защищает человека от мерзости и от порицаемого, говорит. Человек, если не может оставлять грехи, он должен в совершенстве делать свой намаз. Тогда Аллах поможет ему. Потому что Аллах в Коране говорит, это запретит, то есть защитит его от грехов. И чем совершеннее у человека намаз, чем от души его делает, чем больше нур Аллах ему дает. Нур бывает в его сердце, нур бывает в его словах, нур бывает в его лице. Как сказал Аллах: «Симахум фи вуджухихим мин атарис суджуд». Как на их лицах есть признаки от суджуда, говорит.
а из-за того, что много сажда делает. И этот же нур Аллах ему сохраняет в судный день. Судный день, когда будет тьма, через сират, когда будут люди идти, для мунафику это будет, и кафиру это будет тьма, куда они будут падать. А для верующих людей это будет свет. Это намаз будет приходить, освещателен. Нурухум яс'a байна айдихим ва би айманихим, говорит Аллах. Нурухум, ихний нур, то есть намазы, которые выстаивали от души здесь. Не как курица, которая клюет, так быстро-быстро делает. Не такой намаз, а от души делает. Что такое салят? Сила. Сила означает связь с Аллахом. Ты 5 раз стоишь перед Аллахом и связываешься с Аллахом, субхану ва тааля. И, конечно, когда Аллах видит, что его раб 5 раз стоит перед ними и просит у него, чтобы он наставил, конечно, закинет его сердце нур. И в судный день сделает ему нур. Нурухум яс'a байна айдихим. Свет, говорит, идет перед ними, верующими людьми, которые вводят его в рай, их рай. Ва би айманихим, и вокруг них. Сохранение намаза, досконально делать намаз, дорогие братья. Это очень важно. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, рассказывает, от Убадат ибн Самит, сподвижник, рассказывает от пророка, саллаллаху алейхи, говорит: «Ида хафаза аль-абду аля салатихи, фаакама вуду'аха ва руку'аха ва суджудаха, валь кираата фиха». Если человек досконально делает намаз, то есть не пропуская делает намаз, и будет досконально делать омовение, руку, суджуд, чтение, калят ляху, это намаз ему скажет: хафидака Аллаху кама хафидтани. Пусть тебя Аллах бережет, сохранит, как ты меня сохранил. Не дал мне теряться. Васаида биха иля самаи валаха нурун. И этот намаз встает на небеса. К Аллаху субханаху ва тааля валаху нурун. У него свет будет этого намаза. وَيَنْتَهِي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. И она заканчивается, останавливается у Аллаха. فَتَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا. И делает шафаат, посредничество перед Аллахом для человека в судный день. Особенно, если человек это делает, намазы, в мечетях делает. Особенно ночные и утренние намазы, которые трудны ему. Мы в Рамазан месяце полностью приходим в мечети. А когда месяц Рамазан заканчивается, закрываем это все, тетради, все закрываем и оставляем. Дома намазы делаем, все переносим домой. Башшириль машаина фи зулам, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Обрадует благой вестью тех людей, которые ходят в темноте, то есть мечети или аль-масаджид, бин нури тами яум аль-кияма, что им будет целый, совершенный свет в судный день, говорит Аллах субхану ва тааля. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, самое место, где наслаждался, это был намаз. Больше всего он наслаждался намазом. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي. Самое любимое, то, что в этой земле мне сделано намаз, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ас-салату. Самое больше всего наслаждался. И даже после того, как он уставал от дневных там разных дел, он говорил: «Я Билаль, акими салата, арихна биха». Он говорит: «Билаль, делай камат», говорит, отдохнем в нем, говорит. Потому что полное наслаждение чувствовал, полностью отдыхал. Потому что он связывался с Аллахом, Господом миров. Дай Аллах субхану ва тааля нам силы и возможности и намерения, чтобы выстаивать наши молитвы, чтобы сделать зикр, чтобы сохранить себя в чистоте. Акулу кауля хада ва астагфируллах. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, усикум ибад Аллахи битаква Аллах.
Далее посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе говорит: «Ас-садакату бурхан». Садака является доказательством, доводом. Доводом чего? Доводом крепкого имана человека. Потому что человек, он всегда предрасположен к деньгам, имуществу. Он любит это. У него внутри есть это. И когда он оставляет любимую вещь, ради Аллаха субхану ва тааля отделяется, чем больше он дает, тем больше Аллах дает ему вознаграждение. Тем больше она указывает, что это является доказательством его имана. ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان, говорит посланник Аллаха. 3 вещи, если вы сделаете, вы почувствуете сладость имана, говорит. Ман абада Аллаха вахдаху, тот, кто будет поклоняться Аллаху, единому Аллаху, ва аннаху ла илляха илля Аллах, говоря ла илляха илля Аллах, то есть зная, что нет достойного поклонения, божества достойного поклонения, кроме него, ва адда заката малихи, и тот, кто дал закат своего имущества, тибатан биха нафсуху, с удовольствием, то есть не как вместе с душой его дает, как это садака дает, как будто рух у него снимает, а дает тибати нафси, от души его дает, радуясь то, что он дает, радуясь то, что этот мискин, этот нуждающийся стал причиной получения вознаграждения. У нас наоборот бывает, у многих мусульман, дает садака, он всю жизнь, он должником его увидит. Всю жизнь. Я же это тебе давал, я же тот тебе давал. Рафидатан алейхи фи кулли ам. Каждый год, давая это закат с радостью, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Однажды посланник Аллаха приходит, один из подвижников, хочет ему присягу дать. И когда посланник Аллаха затронул вопрос джихада и садака, он убирает руку. Я боюсь сказать, что не смогу это сделать. И посланник Аллаха, в общем смысле хадиса я рассказываю, и он говорит: «Ла садаката, ва ла джихада, фабима тадхулуна аль-джанната». Если нету садаки, если нету джихада, как же вы хотите зайти в рай, говорит. Поэтому, дорогие братья, хотите узнать уровень нашего имана, посмотрите, сколько мы садака даем, сколько мы переживаем за бедных, сколько мы себе оставляем, сколько мы им даем. И далее посланник Аллаха говорит: «Ас-сабру дияун». Сабр – это является свет. Дия, нур – это свет, который указывает человеку путь. А дия – это такая вспышка, большая вспышка, большой свет. И посланник Аллаха рассказывает, что этот сабр, она до того освещает жизнь человека, что назвал его дияом, светом, сильным светом. Поэтому, какие бы дела ни были, человек нуждается в сабре. Оставление шахватов, страстей нуждается в сабре. Оставление грехов нуждается в сабре. Поклоняться Аллаху человек нуждается в сабре. Делать да'ват, человек нуждается в сабре. Делать джихад, человек нуждается в сабре. Делать даже садака давать, человек нуждается в сабре. Когда приходят разные беды на человека, человек нуждается в сабре, терпении. Аллах субхану ва тааля восхваляет сподвижников, пророков в Коране, что они умеют сабр делать. И говорит, про Аюба говорит: «Инна ваджаднаху сабиран», мы нашли его делающим терпением, терпеливым рабом. Рассказывает, что у него Аллах послал на него такое испытание, что полностью тело у него болело. У него непораженным остался только сердце и язык. Сердце и язык поминают Аллаха субхану ва тааля. Но при этом он делал сабр. «Вабашшири сабирин». И расскажи им благую весть, говорит, тем, кто делает сабр. «Алладина, ида асабатхум мусибатун, калу инна лиллахи ва инна илейхи раджиун».
те люди, которые, когда постигает какая-то беда, говорят: «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун». Мы все принадлежим Аллаху, и мы к Нему возвращаемся. Аллах: «Улаика алейхим салавату мир раббихим». Для них, на них будет салават, благословение от Аллаха, рассказывает. Аллах говорит: «Ва рахма» и милосердие, «Ва улаика хумуль мухтадун», и они будут на истинном пути, говорит посланник Аллаха. Говорит в Коране Аллах субханаху ва тааля. Далее посланник Аллаха говорит: «Аль-Курану худжа». Коран является доводом или против тебя, или за тебя. Если ты последовал за Кораном, если ты взял путеводителем своей жизни Коран, она будет за тебя в судный день. А если ты читаешь Коран, даже если его выучил наизусть, но если ты не следуешь Корану, она будет против тебя в судный день. И в конце посланник Аллаха говорит: «Куллу наси яхду». Все люди идут, говорит. Что значит идут? Идут к двум местам, которые нету третьего места. Или рай, или ад. Куллу наси яхду. Все люди идут. Или же к вечному счастью, или же вечному огню. Куллу наси яхду. Все люди идут. Фабаи'ун нафсаху. И каждый человек продает себя, продает свою душу. Кто-то продает его Аллаху и освобождает его от огня ада, из оков, которые будет его заковать там, ау мубикуха, или же загоняет его в несчастье, продавая свою душу шайтану. Верующие люди продают свою душу Аллаху субханаху ва тааля. «Инна Аллаха аштара миналь му'минина анфусахум ва амвалахум би анна лахумуль джанна». Всевышний Аллах купил у верующих людей, что? Анфусахум, ихние души и ихнее имущество. За то, что Он купил, что отдал взамен? Рай отдал. Би анна лахум джанна, что для них будет рай, говорит. И нужно посмотреть, сколько мы продаем Аллаху из своей души и своего имущества. Чем больше мы продаем, тем больше Аллах дает. Торговля очень выигрышная. Очень выигрышная. Среди людей есть, говорит Аллах, те люди, которые продают свои души, что ищут они? За что его продают? Мардатуллахи азза ва джаль. Довольство Аллаха субханаху ва тааля. Дай Аллах субханаху ва тааля, чтобы мы продавали свои души Аллаху, а не шайтану. Дай Аллах субханаху ва тааля, чтобы мы покупали за свои души и за свое имущество рай. Чтобы мы были достойны для этого. Пусть Аллах субханаху ва тааля осветит наши сердца, наши ибадаты, наши поклонения. Пусть Аллах субханаху ва тааля примет наши поклонения, наши намазы, наши закаты, наши посты. Пусть Аллах субханаху ва тааля сохранит всех нас до следующего Рамазана, иншаллах. Пусть Аллах облегчит участь мусульман, которые находятся в бедах, разных местах заключения. Пусть Аллах освободит скорейшим образом мусульман. Аллахумма а'изз аль-ислама валь-муслимин, ва адилля ширка валь-мушрикин. Аллахумма ансур аль-ислама валь-муслимин. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصرنا وانصر المسلمين على القوم الكافرين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد